Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни. На протяжении последних лет не утихают споры о том, почему в высших эшелонах власти во всем мире так мало женщин. По оценкам аналитиков, представительство женщин на руководящих постах в исполнительной власти в среднем в разных странах находится на уровне от 8 до 10%. В Молдове уровень женщин в политике составляет около 22% в парламенте и 31% в государственных должностях. В Гагаузии еще меньше. Нужны ли женщины в политике? В чем заключается их роль? Об этом мы поговорим в цикле передач «Альтернативы» с участниками в студии АТВ Башканом Гагаузии Ириной Влах и председателем неправительственной организации «Веста» Антониной Волковой. Итак, в дискуссию с нами вступят участники телемоста, которые сейчас находятся в Кишиневской студии канала «Регионал». Это Владимир Цуркан, председатель комиссии по правам человека в парламенте Республики Молдова, Алексей Бузу из Центра партнерства по развитию. Я приветствую всех участников передачи. Здравствуйте. Добрый день. Итак, тема сегодняшней передачи «Женщина в политике». И у нас есть очень хороший пример. И это сама Ирина Федоровна Влах, которая сейчас находится у нас в студии и которая выиграла в марте 2015 года с первого тура у 9 мужчин. Правильно я помню цифру? И доказала всем, что женщина в политике – это не слабый пол. Ирина Федоровна, вы у нас являетесь как бы примером женщины в политике в наше время, да? Скажите, пожалуйста, вот путь во власть – это вот карьерный рост или это вот случайность? Как вы к этому пришли? На самом деле в гагаузской политике я не первая женщина. А вот до меня об этом мы чуть позже тоже до меня было много достойных женщин, которые делали первые шаги в гагаузской политике, в республиканской политике. И, может быть, в каких-то моментах я являюсь примером, но, тем не менее, я очень рада, что гагаузские женщины всегда были достаточно активны. Были активны и в политической жизни, и в экономической сфере, и в социальной сфере. И это, наверное, от семьи. Почему? Потому что мы традиционно воспитывались таким образом, что в семье всегда была главная мама, и к ней приходили за советом, с ней принимали те или иные решения. И говорить о том, что женщина не может участвовать активно в политической... Не должна участвовать. Да, не должна, я абсолютно не соглашусь, но, конечно же, должно все строиться на личной инициативе, на личном желании. Без желания ты никогда ничего не добьешься, я всегда об этом говорю, потому что любой человек, когда идет к своей цели, да, он понимает все риски и понимает всю ответственность, на которую берет на себя. У меня моя дорога была непростой, она была очень сложной. Я начинала свою политическую карьеру в 2005 году, была избрана депутатом парламента, и первые шаги, конечно, были же очень трудными, но я рада, что я эту дорогу прошла, и сегодня готова искренне призвать всех женщин Гагаузии участвовать в политической жизни и страны, и региона, и своего населенного пункта, потому что от того, насколько будут активны женщины и даже мужчины в развитии своих населенных пунктов, в развитии политических взаимоотношений, от того и наш житель будет понимать и чувствовать и качество жизни, и условия жизни. Все достаточно взаимосвязано. Самое главное, чтобы никто ничего не боялся. Но мы сегодня будем говорить больше о женщинах, которые и призывать женщин, чтобы участвовали и активнее были и участвовали в политике. Антонина Ивановна, вот ваш анализ о ситуации продвижения женщин в Гагаузии в руководящих должностях. Я знаю, что вы продвигали женщин, да, у вас были какие-то проекты, специальные программы. Вот расскажите об этом, насколько это сложно продвигать женщину в политику? Ну, вообще я считаю, что это, конечно, очень важная сфера деятельности женщин, когда женщины могут сказать свое слово, они могут не просто высказать свое мнение, но и принять самое активное и очень ответственное решение в этом плане. И в нашей организации мы даже, знаете, как сделали для начала? Мы создали Альянс женщин Юга Молдовы, где постарались консолидировать усилия женских организаций 7 районов Юга Молдовы. И именно вот в рамках этого альянса мы и провели один из таких проектов, который очень оказался эффективным. Он так и назывался «Женщина в политике. Гарантия стабильности».
И Почему так назвали? Почему? Действительно, женщина, когда в политике, это гарант стабильности. Ну вот это название, кстати, было предложением одной из лидеров наших женских организаций, оно всем понравилось. И вы знаете, вот именно вот этот лозунг «Женщина в политике. Гарантия стабильности», одна из участниц нашего проекта, она его приняла как за лозунг и девиз своей предвыборной кампании. Она баллотировалась в качестве советницы в местный совет, и она действительно сделала специальные буклеты, сделала специальные постеры, плакаты, где с этим девизом «Женщина в политике. Гарантия стабильности». Она выиграла, и мы очень рады. Вы говорите о примарах, да? Да, я говорю о советниках и примарах. Вот как раз это мы готовили группу женщин для участия в выборах, местных выборах. И действительно, и некоторые женщины, которые баллотировались на примаров, им удалось, вот и в Чебишлийском районе есть такой пример. То есть вы делали, наверное, по югу этот проект? Да, мы делали это по югу Молдовы, это участвовал и Чебишлийский район, и Басарабяский, и Тараклийский район. И, конечно, было приятно, что женщины готовы попробовать себя, но и с другой стороны было видно, что кроме того, что у них должно быть желание, у них должны быть еще какие-то определенные навыки. И вот те навыки, которые нам удалось дать в этом проекте, но очень небольшому количеству женщин, конечно, оно помогло. Мы чуть дальше еще поговорим и о навыках, и о качествах. Я хочу спросить Ирину Федоровну, вот вы всегда журналистам говорите, что ваша семья – это Гагаузия. Вот раскройте нам немножко скобки. В чем, как это выражается? Вот я сейчас соглашусь со своей собеседницей в отношении того, что женщина – это стабильность. Это однозначно ассоциируется. И почему всегда Гагаузия ассоциируется с семьей у меня лично? Потому что мне хочется, чтобы все жители нашей автономии, проживающие здесь и приезжающие к нам в гости, ощущали, что здесь есть мир, здесь есть взаимопонимание, Что здесь спокойно. Все поддержат друг друга, что здесь по характеру мы, может быть, и немножко такие взрывные, но в то же время мы очень хотим, чтобы нашим близким, дорогим людям хорошо жилось на свете. Мне кажется, не женщины наши взрываются. Так поэтому для того и нужна женщина, чтобы всех утихомирить, чтобы всех объединить и чтобы всех привести к какому-то единому знаменателю в принятии решений. Но так сложилось, что наши женщины всегда привыкли быть на вторых планах. Всегда вперед продвигался мужчина, и поэтому роль неправительственных организаций в подготовке наших женщин, в продвижении в политике, либо в других сферах на самом деле очень, очень важны, потому что самостоятельно созреть и принять решение обычно женщина не может. Всегда должен оказаться рядом либо какой-то человек, который подскажет, что по твоим навыкам, по твоим возможностям ты готов заниматься политикой, либо ты должен оказаться в такой ситуации, которая тебе даст понять, что это достаточно интересное дело, что ты можешь освоить эти навыки, что ты можешь повлиять на решение, ты можешь принять решение, от которого зависит очень многое. И на самом деле это тебя стимулирует. И я буду очень рада, если вот таких мероприятий по привлечению женщин будет как можно больше. Почему? Потому что на самом деле наши женщины очень самостоятельные. И мы видим, как в последнее время наши женщины продвигаются в бизнесе. И женщины в бизнесе, они достаточно успешнее, чем чем бизнесмены мужчины. Не в обиду абсолютно, потому что очень скрупулезно подходят, все просчитывают, знают, что в закромах всегда что-то должно остаться, и в то же время понимают, во что вложить, чтобы получить соответствующий результат. Поэтому я думаю, что мы совместно будем работать над тем, чтобы советников женщин было больше, чтобы депутатов Народного собрания женщин было больше. Но сегодня у нас не так много женщин. На самом деле мы подали какой пример. Сегодня из 21 члена исполнительного комитета 10 женщин. Это впервые, что практически 50 на 50 в правительстве Гагаузии представлены женщины. Да, у нас сегодня только две женщины примара, но это тоже уже прогресс, потому что определенный период времени по крайней мере, у нас больше, чем было, по-моему, в прошлом Союзе. То же самое это касается и женщин-депутатов в Народном собрании. В любом случае, женщина умеет балансировать, женщина умеет убедить, и убеждает она не громко, не явно. У нас, как-то, знаете, привыкли в последние пару лет, что политик может убедить кого-то, своего оппонента, только криком, а не какими-то аргументами, либо не конкретными своими действиями, делами. Мне хочется, чтобы у нас в Гагаузии методы убеждения были слово,
и дело. Вот когда мы словом и делом сможем доказать, что можно сделать вот это, тогда и в обществе абсолютно другая будет ситуация. Мне очень часто говорят: ну почему вы агрессивно не ответили, или почему вы там агрессивно не выступили и так далее. Я считаю, что в нашем обществе агрессии достаточно. В обществе должна быть создана абсолютно другая обстановка. Мы должны воспитывать и растить детей в согласии. Мы должны воспитывать и растить наше общество таким образом, чтобы мы умели общаться, чтобы мы умели уважать мнение своего оппонента, чтобы мы умели аргументировать таким образом, чтобы человек, который сидит напротив тебя, он понял тебя с 2-3 слов. Это было достаточно. Если даже он тебя не понял, ты даешь ему возможность разобраться в своих чувствах, разобраться в своих действиях. То есть надо уметь работать. А крик – это не работа, это просто слабость. Да. Это слабость человека, и это уровень его мышления, уровень его подготовки. Поэтому нам есть над чем с вами вместе поработать. А скажите, вот есть какие-то препятствия, может быть, которые затрудняют продвижение женщин в политику? Нина Ивановна. Ну вот я согласна с Ириной Федоровной в том, что действительно нам тут надо консолидировать наши усилия. И если говорить о препятствиях, то первое препятствие, это, как говорится, знаете, как говорят люди, боюсь того, чего не знаю. То есть информировать. Да, то есть надо женщин действительно продвигать для того, чтобы она решилась, для того, чтобы она стала уверена в себе, что действительно она может это. А очень много активных женщин, таких, которые действительно могут и занять очень оригинальную, никому не подходящую, да, вот именно позицию в обществе. И если мы говорим о стереотипах, то эти стереотипы, говорят, что трудно разбить, но вот уже можно, тот стереотип, что у женщины дорога от кухни до порога, уже мы можем сказать, что мы с этим уже справляемся, и это мы делаем совместными усилиями. И вы знаете, когда нашим, вот как сказала Ирина Федоровна, надо еще молодежь начинать уже этому обучать. Надо девочек со школы и, может быть, еще с дошкольных учреждений начинать обучать тому, что она тоже очень важна, что она уникальна, каждая девочка. И я хочу сказать, что когда мы обучали группу молодежи, молодых лидеров, я очень благодарна Ирине Федоровне, что она нашла время и все-таки встретилась с нашими молодыми участниками, и она выступила перед ними. И вот потом Ирина Федоровна, ей нужно было очень быстро уезжать, и они уехали. Но вот тот резонанс среди молодых, вот заразиться вот этим примером, что женщина говорит: вы знаете, Антонина Ивановна, вот как нас эксперты обучали, вот как нужно выступать публично, как нужно держаться, как нужно выглядеть. Вот Ирина Федоровна точно такая говорит. Вот она поэтому, говорит, не смогла достичь таких высоких результатов. Я говорю: вот видите, и вы тоже сможете. То есть препятствия, они в чем есть? Они в том, что сегодня, нужны примеры, нужны успешные примеры, и эти успешные примеры нужно показывать. Спасибо. Обратите внимание на одну вещь: примары женщин. Вот у нас село Киритлун. Простой пример. Там никогда не было женщин-примаров, там всегда были примары мужчины. Не в обиду ни одному из них. Все ко всем уважительно отношения. Огромное количество проблем было, когда эта женщина стала примаром. Она изо дня в день эти проблемы решает. Самые злободневные вопросы, о которых люди говорили постоянно, та же вода и еще какие-то моменты, она смогла снять в течение 2 лет. Раньше говорили там о Терешковой, о Космодемьянской, еще кто-то. Тоже примеры были. Это были примеры, на которых росла наша молодежь, росли наши девочки, хотели быть как Ирина Роднина, еще как кто-то. Были хорошие примеры. Сегодня эти примеры тоже можно готовить и в политике. У нас есть замечательные депутаты, женщины в Народном собрании. Пожалуйста, пример. Примары, пожалуйста, пример. То есть чем чаще мы будем приводить примеры, чем больше мы будем проводить встречи и общаться с нашей молодежью, тем будет эффективнее их решение. Почему? Потому что когда приходишь, я работаю с 12 классом, я прихожу к ним и говорю: какие у вас планы на жизнь? Где вы себя видите? 80% из них просто пожимают плечами и решения еще не приняли. И все хотят пойти куда? На модные профессии. Это дипломаты, это юристы. И все. Вот так палитра профессий у них на самом деле заканчивается. Почему? Потому что у родителей недостаточно времени, чтобы им объяснить. У родителей нет примеров
по которым надо им рассказать. То есть надо включиться здесь и власти, надо включиться здесь и неправительственному сектору. И с этим возрастом, с ними надо работать, с ними надо говорить, и говорить о плюсах, говорить открыто о минусах. Их надо готовить ко всему этому. И я думаю, что когда вот это все секреты раскроются, тогда и страх уйдет. Да. И женщин будет больше в политике, я думаю. Но говоря о препятствиях на пути продвижения женщин во власть, многие называют стереотипы, которые существуют в обществе. Есть ли изменения в наше время? Об этом мы спросили у наших граждан. И вот что они нам ответили. Давайте посмотрим опрос, который провели наши журналисты на улицах Комрата. Последние годы в политическом руководстве стремительно занимают лидирующие позиции женщины. Теперь их уже все реже называют слабым полом. Женщина сегодня с легкостью может стать депутатом и даже главой государства. В современном мире идет настоящая борьба за гендерное равенство. Сама мысль о том, что ведущие государственные должности может занять женщина, раньше вызывали у многих бурную отрицательную реакцию. Что же думают на этот счет жители Гагаузии, где на значимые посты автономии жители выбирали женщин? Каково истинное предназначение женщины и есть ли ей место в политике? Есть, девчата, есть, ребята, есть. Нету гендерной дискриминации. Женщина в политике тоже возможно. Все зависит от личности. Естественно, мужик должен быть. Каждый должен заниматься своим делом. Может быть, есть какие-то единицы, которые к политике способны, а в основном женщина должна чем заниматься? Рожать детей, воспитывать их, заниматься домом, создавать дома уют. Если женщина будет работать лучше, чем мужчина. Почему? Потому что мужчины по-другому, а эти совсем... Женщина старается, чтобы работать. Более эффективно относятся к своим обязанностям. А мужики то туда пошли, то любовницы пошел и забывают о своей работе. Вот. Я не разбираюсь. Как и женщина, так и мужчина все равноправны в нашей Молдове. Поэтому женщина вполне может занимать свою должность. Многие мужчины самоустраняются от принятия решений, хотя предназначение мужчины, прежде всего, принятие решений, быть ответственным, чтобы на его плечи ложились все заботы. Не только о семье, но и в целом об обществе и о государстве. Гагаузии, даже Башкан Гагаузии все-таки женщина, поэтому это определенный пример тому, что женщина тоже может править государством. Конечно, пример вот такой самый яркий – это госпожа Башкан Ирина Федоровна Влах. Она просто замечательная, это, наверное, образец предвыборной кампании, как она ее проводила. Я думаю, что это настолько успешная практика. Надо уважать их, потому что без них нам никуда. Одни говорят, это, мол, менты. Я говорю, менты, но без них мы не проживем, потому что есть много нарушителей. Но без них мы еще не обойдемся. Как мы видим, мнения людей о том, что руководить автономией могут не только мужчины, изменились. И многие респонденты отмечают это. Но я хочу обратиться к участникам центральной студии. Были приняты поправки в закон Республики Молдова о распределении квот для женщин по партийным спискам, где указывается, что их должно быть не меньше 40%. Как повлияла эта поправка на гендерный баланс в парламенте? В каких фракциях доля женщин больше и как проявляют они себя в работе в парламенте? Я, во-первых, хочу поприветствовать прекрасный женский состав в студии в Комрате. Ирина Федоровна, особый респект. Мы давно знакомы с друг другом. Больше не будем говорить, потому что сейчас всю передачу займем какими-то высказываниями и воспоминаниями. Значит, во-первых, то, что хотел бы сразу же отметить, что действительно принятый закон, он довольно интересно и долго обсуждался перед тем, как был принят, довольно долго. Мы, даже наша комиссия по правам человека и межэтническим отношениям имела в связи с принятием этого закона возможность ознакомиться с практикой и других стран, в частности, мы побывали в Финляндии. Что интересно, между прочим, у них нет никакой квоты для парламента. Но, тем не менее, значит, соотношение женщин и мужчин у них в парламенте достаточно высокое. И где-то вот исходя из этого примерно соотношения, мы пришли к выводу о том, чтобы в конечном итоге проголосовали в парламенте, чтобы в списке, партийных списках кандидатов было включено не менее 40% принадлежало
представителям другого пола, скажем так, ну, в нашей ситуации женщинам, потому что все-таки пока превалируют мужчины. Но какова сегодня реальная картина, кстати, в парламенте? Сегодня в парламенте около 30% это женщины. Я беру на момент первого, значит, созыва, когда только созвали парламент в декабре 2014 года, первое заседание. По ходу происходили определенные изменения, но в любом случае плюс-минус этот процент примерно сохраняется. У нас имеются примеры, когда женщина возглавляет и постоянные комиссии, ну, видимо, традиционно это комиссия по социальной политике, значит, комиссия по экологии и административному устройству, значит, комиссия по международным делам тоже возглавляется женщиной. Есть и фракции, которые возглавляются женщиной. Я с особым удовольствием хочу сказать, что это госпожа Гречана Зина Петровна, которая вся страна прекрасно знает, которая возглавляет фракцию партии социалистов. 40% это много или мало? Ну, я думаю, что в будущем это покажет предстоящие выборы. Посмотрим, как это будет все формироваться. Во всяком случае, для того, чтобы партии были стимулированы в том плане, чтобы именно таким образом формировать список. Кстати, в законе предусмотрено и определенного рода, ну, скажем так, санкции. Те партии, которые не будут соблюдать этот признак, этот принцип, не менее 40%, они будут, их финансирование из бюджета, в том случае, если они проходят в парламент, будет приостановлено как минимум на год, если не будет такого соотношения. Конечно, в дальнейшем, что касается формирования состава правительства, тоже предполагается, что этот принцип должен быть соблюден. Ну, по выборам в местные органы власти здесь несколько сложнее, скажем вам честно, потому что выдвижение происходит, как правило, если это не партии, то, как правило, происходит, значит, группой лиц или это независимые представители. Но в любом случае очень важно, я, например, как мужчина считаю, что очень важно, чтобы наши женщины заняли достойное, активное, но прежде всего это будет достойное место в нашей политике. Я в связи с этим вспоминаю известное изречение Томаса Манна, известного мыслителя, который говорил, что женщина облагораживает человеческое общество. Сразу адресую второму участнику вопрос. Какие мероприятия проводятся Центром партнерства по развитию для продвижения женщин в политику или в rucovodeașii органы страны, а также в местные органы власти? Mersi foarte mult. Eu îmi cer scuze pentru faptul că eu nu o să pot să mă exprim foarte clar în limba rusă și eu o să încerc să vorbesc un pic mai scurt. Eu cred că foarte important și ce ați menționat dumneavoastră, suportul pentru femeile care într-adevăr doresc să implice în politică și mă bucur foarte mult de programul pe care dumneavoastră l-ați menționat pentru susținerea celor femei, pentru încurajarea lor. Cred că este foarte important și exemplul inclusiv pe care doamna Bașcan, doamna Vlah îl oferă inclusiv generației tinere, pentru că atâta timp cât pe sticlă, în presă, la talk show-uri o să vedem doar imaginea unui bărbat care decide destinul țării sau destinul regiunii, a comunității, o să continuăm să vedem să credem că politica este făcută doar de bărbați. Și este clar că putem tot timpul să arătăm exemple foarte bune de femei care se descurcă. Inclusiv noi am făcut în anul trecut o cercetare în care am încercat să vedem nivelul de încredere și satisfacție a cetățenilor vis-a-vis de activitatea primarilor din localitățile în care trăiesc. Și când am încercat să vedem dacă există o deosebire dintre primăriile conduse de bărbați și femei, nivelul de încredere în primăriile conduse de femei era mult mai mare. Și asta tot probabil vorbește despre faptul că
este nevoie să avem o participare mult mai largă a femeilor. Ca să vă răspund la întrebarea noastră, noi încercăm să avem programe de mentorat pentru femeile din localități, mentorat în sensul în care noi încercăm să cuplăm femei care au deja experiență, fie în business, în administrație, cu femei care sunt la începutul călii, pentru că pe lângă cunoștințe, pe lângă curaj, în politică ai nevoie de o rețea de suport. Și noi încercăm lucrul ăsta să-l mediem. Și un alt element pe care noi am încercat să-l facem este că noi am încercat să lucrăm inclusiv cu Comisia Parlamentară condusă de domnul Țurcanu. Am fost la mai multe dezbateri, întruniri și eu vreau să apreciez inclusiv faptul că prin leadership-ul domnului Țurcanu în fruntea comisiei a susținut, pentru că nu toți susțineau ideea de cotă și domnul Țurcanu a fost unul dintre cei care a susținut, inclusiv și șefa fracțiunii sale a susținut cota, a susținut inclusiv introducerea concediului paternal deci votul pentru cotă și concediu paternal a fost unul dintre puținile voturi în Parlament care nu a contat că este opoziție, este dreapta, stângă, și asta ne-a bucurat foarte mult, pentru că problemele ce țin de egalitate de gen, problemele ce țin de participarea femeilor a depășit interesul unui singur partid politic, sau fie că e de la guvernare sau din opoziție. В истории Гагаузии ярким примером деятельности женщин в политике стала работа не только сегодняшних представительниц прекрасного пола. Сейчас я хочу представить вашему вниманию репортаж о женщине, которая немало сил отдала за нашу автономию, и мы не можем о ней не вспомнить в ходе данной дискуссии, после чего обсудим, какими качествами должна обладать женщина в политике. Итак, смотрим репортаж. Волна подъема национального самосознания гагауза в конце 80-х годов прошлого столетия послужила мощным рычагом в процессе становления народного самосознания и начала новой страницы в истории. Среди тех, чьей заслугой стало достижение намеченной цели, есть яркая личность, женщина, не знающая преград и страха, необъятный патриотизм, ведущее качество, которое вело Марию Васильевну Маруневич на борьбу за права гагаузов. Она пробила, вместе с Жавричкой ездили Пети, пробила Гагаузию в Европе, в Брюссель ездила, везде, в Страсбург ездила, везде ездила. Это она пробила Гагаузию. Ведя активную политическую и общественную жизнь, Мария Васильевна целиком себя посвящала работе. Мария Васильевна вела очень широкий круг вопросов, еще при подготовке провозглашения Гагаузской республики. Во время Гагаузской республики она буквально, вы знаете, я так люблю говорить эти слова, она горела на работе. Своими поступками Мария Маруневич стала примером для многих женщин, которые сегодня стремятся на высокие государственные должности. Существует мнение, что женщин-политиков у власти должно быть больше. Женщины, они тактичные, терпеливые, хозяйственные. Они более ответственные и поэтому более консервативные в некоторых даже случаях. Мария Маруневич всегда занимала ведущую роль и не уступала в решительности ни одному мужчине. Она самим провидением предназначена была, она ученый, она патриот, и она была из плеяды ведущих за собой. Она была всегда в авангарде борьбы нашего народа за свою государственность. Не каждый мужчина бы смог решить те проблемы, которые бралась она и решала она. Мария Маруневич известна гагаузской общественности как талантливейший человек, историк, исследователь, этнограф, педагог и активист гагаузского национального движения. Она являлась депутатом Первого Верховного Совета Гагаузской Республики, организатором женского движения Гагаузии. Участвовала в становлении гагаузского телевидения и радио Камрадского государственного университета. Мария Васильевна Маруневич стала основателем Центра научных исследований при исполкоме Гагаузии. 15 февраля 2004 года она ушла из жизни. Сегодня в память о Марии Маруневич возвели памятник. Ее именем назван научно-исследовательский центр. О ней говорят на научных конференциях и круглых столах. Но это самое малое, что можно сделать в благодарность за заслуги великого гагаузского патриота.
Федоровна, вот скажите, вот говорят, что в политике, есть мнение о том, что в политике нет женского и мужского пола. Вот в политике все равны. Есть ли какие-то качественные отличия женщины-политики от мужчин? Во-первых, мне очень приятно, что на той стороне экрана были мужчины, которые поддерживают продвижение женщин в политике, и поддерживают не на словах, а конкретно делами. На самом деле мы с господином Цурканом работали очень много лет в парламенте Республики Молдова, и в качестве депутата парламента я всегда чувствовала поддержку с его стороны, и это на самом деле большое подспорье, когда твои товарищи по политической деятельности, мужчины, они тебе не мешают, они тебе ни палки в колеса не вставляют, а наоборот тебя учат, как правильно себя вести на новом поприще. Да, конечно, женщинам всегда сложнее в политике, чем мужчинам. Почему? Потому что надо доказать, что ты лучше, надо доказать, что ты способнее, надо доказать, что ты более подготовлена. И я честно вам скажу, что женщины, которые идут в политику, они еще больше работают над собой, чем работают над собой мужчины. Потому что мы протариваем эту дорожку, нам на самом деле нужно подать свою позицию, она не может быть мужской, она не может быть женской, а эта позиция должна быть в первую очередь в интересах твоих избирателей. И мы под копирку наших политиков, женщин или мужчин себе ассоциировать не можем. Я всегда говорю, что у каждого политика свой путь. Мы можем говорить, что есть хорошие в Англии, есть хорошие в Финляндии или еще где-то, но мы эту практику международную под копирку перенимать, допустим, к нам в Гагаузии абсолютно не можем, потому что у нас другой менталитет. У нас люди воспринимают те или иные вещи по-другому, мы мыслим по-другому, мы хотим, у нас другие взгляды на жизнь, у нас другие цели и задачи. И почувствовать свой народ, и почувствовать тот импульс, который сегодня просто-напросто необходим твоему обществу, это на самом деле дорогого стоит. Скажу, что очень часто ошибаешься. И очень важно, что ты эти ошибки признаешь, ты не прячешься за этими ошибками, а ты наоборот спокойно, признавая свои ошибки, думаешь над тем, как их преодолеть и как достичь определенного результата. Когда нет страха, когда есть работа над собой, когда ты учитываешь мнение своих коллег, это тоже очень важно, потому что в политике единоличником быть нельзя. Ты должен быть командным игроком. Лидером. Но у лидера всегда... Лидеру всегда сложнее быть, потому что ты должен все мнения выслушать, но принять решение должен ты. И ответственность за принятое решение, конечно, должен на себе нести ты. Это очень серьезная практика, но это замечательный опыт, который перегодится тебе на протяжении следующего периода в жизни. И это не просто опыт в общественной деятельности, но это опыт и в твоей семье. Все начинается с семьи, все начинается с твоего тыла, все начинается из взаимоотношений с теми людьми, которые тебе дороги. То есть все это должно происходить в комплексе, и мне кажется, что у нас это получается в Гагаузии, мне кажется, что здесь в Гагаузии у нас люди как губки, они очень быстро все воспринимают, они очень быстро анализируют, они отделяют добро от зла, они отделяют правду от неправды, они понимают, насколько ты искренен или насколько ты не искренен, и наши люди умеют принимать информацию и делать свои выводы. Я настолько рада, что в Гагаузии люди делают выводы, что они не считывают просто газету, они анализируют, они думают, да, написано, но разве может быть это правдой? Или да, не написано, а разве оно у нас было не так, а было по-другому? Это очень важно. Это очень важно, что мы это можем все собрать, проанализировать и выдать на гора и сказать, да, это наше мнение, и мы не боимся его высказать. А если эти шаги уже у тебя сделаны, значит, у тебя прямой путь в политику. Антонина Ивановна, ваше мнение по этому поводу? Ну вот, вы когда спрашивали о препятствиях, какие еще могут быть. Вот действительно в наших опросах женщин, которые думали, идти им в политику, не идти, одним из препятствий это была семья. То есть стереотипы. То есть если что-то вдруг не получится, то моя семья пострадает. То и моим детям будут говорить, вот у тебя такая мама, что она вот не смогла. То есть наши женщины, они вообще очень ответственные, и действительно семья для гагаузской женщины, это очень много значит. Но и это очень здорово, потому что если мы имеем такие корни, если мы думаем о наших родителях, мы думаем о наших бабушках, дедушках, если мы думаем о наших детях, то, наверное,
мы сможем преодолеть просто все. Потому что человек, который может оценить и побеспокоиться о своей семье, о своей большой даже семье, он сможет позаботиться и о государстве тоже. Спасибо. Ну, давайте сейчас мы обратимся к кишиневским нашим участникам. Вот, как вы считаете, что даст жителям Молдовы изменения в избирательной системе? Появится ли в парламенте больше женщин? Учитываются ли законодателями механизмы, обеспечивающие достойное представительство женщин в парламенте? Как будет обеспечен гендерный баланс? Ну, вы знаете, я уже сказал о том, что в соответствии с законом каждый конкурент электоральный, в данном случае мы говорим о партиях, они должны, определяя свой список, включать в этот список не менее 40% женщин. Это уже очень и очень серьезная гарантия того, что этот список будет в центре внимания всего населения, особенно, кстати говоря, может быть, мужского населения. Не менее важно, что и в центре внимания женского населения, потому что я когда в той же Финляндии часто привожу пример, но это действительно классический пример, когда я их спрашивал, а почему у вас нет этого, а почему вот вы не стимулируете? Они мне говорят очень просто. Дело в том, что та партия, которая не включает в свой список достаточно большое количество женщин, она просто потом женской частью избирателей будет наказана. Они просто за них не проголосуют. Поэтому в этом смысле это есть не только, скажем так, обязательный признак, заложенный в закон, но это где-то есть еще и психологическая гарантия, психологический, ну, какой-то авантаж, какой-то преференс, который сделан для женщин, потому что женская часть избирателей, безусловно, тоже будет смотреть очень внимательно, если в этом списке этих партий достаточное количество женщин, кто эти женщины и так далее, и так далее. Поэтому дальше уже все будет зависеть от самой партии. Почему? Потому что уже партия, понимая, что вот именно так будет происходить, она должна быть очень внимательно, очень, скажем так, скрупулезно подходить к тому, как отбирать кандидатов, которые будут в этом списке. И с точки зрения профессиональной подготовки, и с точки зрения, ну, давайте так будем говорить, и в целом, какое мнение уже есть об этих кандидатах, потому что это очень-очень важно. Конечно, в дальнейшем все будет зависеть уже от того, как судьба ляжет, или, как я иногда шучу, в этом случае все остальное покажет вскрытие урн избирательных. Но, тем не менее, я уверен, что сегодня уровень зрелости, не говоря уже о женском избирателе, а говоря в том числе и о мужчинах, достаточно высокий для того, чтобы правильно и четко оценить, какой партии отдать предпочтение, в том числе и потому, как они относятся к женщинам. Schimbarea sistemului electoral va impune un risc destul de semnificativ în ceea ce privește reprezentarea femeilor. Lucrul acesta a fost menționat inclusiv ieri în opinia Comisiei de la Veneția, pentru că, într-adevăr, pentru ca să fii în politică trebuie să ai nevoie de capacități, curaj, suport, dar ce vedem noi în ultimii 5-6 ani este că ai nevoie de foarte mulți bani. Și noi ne-am uitat inclusiv la toate veniturile declarate în campaniile locale, în campaniile naționale, practic se dublează. Ca să fii în politică, să fii competitiv, trebuie să ai foarte mulți bani. Și aici este o problemă atunci când o să avem circumscripțiile uninominale, nu va fi suficient să fii integru, să fii curajos, să ai, nu să te bucuri de o anumită susținere, o să ai nevoie de bani. Și noi vedem că majoritatea femeilor din politica moldovenească vin și din Găgăuzia, nu vin din business. Sunt medici, sunt profesori, cercetători și mai departe. Ei nu au capacitatea să finanțeze masiv propria campanie. Și aici cred că vom observa nu atât o bătălie dintre candidați, nu știu, competenți, dar dintre candidați care au mai mulți bani și care au mai puțini. Что касается второй части одномандатных округов, здесь, конечно, тоже, кстати говоря, много будет зависеть от партии, потому что партии тоже имеют право выдвигать и по одномандатным округам.
Кроме того, сами значит, кандидаты могут быть независимы. И здесь я просто призываю, если хотите, женщин, будьте смелее, будьте настойчивее. Вы заслуживаете того, чтобы конкурировать с мужчинами. И пример, если говорить о Гагаузии, яркий пример Ирина Федоровна. Она не только не побоялась, она и так себя проявила, так себя показала, что... Давайте честно будем говорить, многие не верили, что башканом Гагаузии будет избрана женщина. Исходя, я не знаю, приводили разного рода стереотипы и менталитет, скажем, народа, и обычаи, и традиции, что женщина это прежде всего хранительница очага. Кто-то в вопросе там, кстати, у вас говорил, ну как, женщина, сама женщина говорила, ее дело быть в семье, рожать детей, ухаживать за мужем, значит, и так далее, и так далее. Оказывается, вовсе нет. Вовсе нет. Поэтому я уверен и надеюсь, что тот подход, который сегодня уже заложен в нашем законодательстве и который будет апробирован впервые при очередных или внеочередных, не столь в данном случае для этого субъекта важно, но на следующих выборах, которые будут и в парламент, и местные выборы, местные органы власти, они как раз покажут, насколько женщины Молдовы и Гагаузии возросли политически, активно, социально, и насколько мужчины Молдовы и Гагаузии созрели для того, чтобы в тех случаях, когда это действительно разумно, здесь принцип разумности должен быть в обязательном порядке соблюден. И вот мужчины тоже, я думаю, докажут и покажут, что они тоже готовы отдать свои голоса за тех, кто достоин. У нас есть еще один хороший пример наших коллег из Тараклеи о том, как может женщина изменить ситуацию на местном уровне. Давайте посмотрим репортаж, после чего продолжим наше обсуждение. Татьяна Цуркан третий срок подряд занимает пост примара коммуны Виноградовка Тараклийского района. Жители доверяют ей бразды правления, поскольку результаты ее работы ощущаются в развитии сел. С 2008 года коммуна входит в программу лучших практик местной публичной власти, проводимой при финансовой поддержке Совета Европы, за что награждается аистом счастья. В кабинете их уже 3. Успешная проектная деятельность за годы работы Татьяны Цуркан и ее команды стали одной из причин ее победы на прошедших местных выборах. У оппонента была политическая платформа, поддерживаемая одной правящей партией. И они начинают говорить, что вот мы будем делать то в селе, мы будем делать то, мы будем участвовать в проектах и так далее. А что вам мешает сегодня это сделать? Потому что я выходила на вас, давайте поможем людям. А нет, вот вы выберите нас, тогда мы сделаем. За неполные 3 срока ее работы на посту примара были отремонтированы и приведены в надлежащий вид детский сад, лицей, ремесленное училище, дом культуры, 4 библиотеки. Перечисление всех объектов можно продолжать долго. Кроме того, она уже долгое время занимает должность председателя Ассоциации примаров Тараклийского района и вице-председателя Республиканской ассоциации примаров. Сложнее в политику вписаться женщине, конечно. Почему? Потому что, во-первых, начнем с того, что сами женщины не продвигают женщину в политике и не допускают ее. Почему? Первое – это зависть. Второй момент, значит, женщина делает политику трезво. Женщина ближе к обществу, женщина ближе к этим проблемам и нуждам людей, женщина ближе к детям, женщина ближе ко всем тем значит, услугам, которые мы хотим сегодня предоставить на селе. Чтобы обеспечить порядок и четкую работу, необходимо быть строгим начальником. Вы меня не видели, когда я устраиваю в примарии разбор полетов, смеется Татьяна Цуркан. Однако бюджет коммуны всегда в полном порядке. Кредитов нет, долгов тоже. Зарплату все получают вовремя. Самое главное, вот сколько я работаю, я урок такой извлекла, что только она сказала, надо, не знаю, что бросить все и надо сделать, потому что она любит порядок, чтобы был. Как начальник она хорошая, у нее срабатывает материнский инстинкт.
Я не хочу сказать там, за других коллег, я скажу за себя, чем ее это самое. Она всегда, если есть возможность покормить водителя, всегда покормит. Продвинутая, всегда хочет быть впереди и есть впереди. Быть впереди ей удается благодаря ее неиссякаемой энергии и неугомонности. Иногда я сама за собой не успеваю, шутит Татьяна Цуркан. Однако она всегда старается выделить время на свое хобби – кухне и заботу о семье. Но давайте поговорим дальше. Вот как вы считаете, вот ваше мнение, почему у нас все-таки так мало женщин, примарей, участвует в политике? Почему? Если говорить о наших примариях, то на местном уровне, если мы говорим о местном уровне, я думаю, что вопрос пока во времени и в политической культуре. Потому что наши женщины еще не привыкли к тому, и у наших женщин недостаточно было примеров для того, чтобы они могли поверить в себя, в первую очередь поверить в то, что они могут быть политиками, женщинами, и плюс стереотипы, о которых говорят, и которые просто-напросто, к нашему великому сожалению, навязывают наши мужчины-политики. Им, конечно, не хочется соперничества женского в политике, потому что так или иначе женщина может победить, женщина может выиграть в этой кампании, и всегда самолюбие и амбиция, она может быть в этом плане неудовлетворенная. Что хочется сказать нашим женщинам? Вот можно анализировать по-разному, можно делать различного рода выводы, но очень важно, чтобы каждая женщина просто-напросто в себя поверила. Вот она просто взяла и на себя спроецировала простую ситуацию. Они у нас что, нерешительные? Проблема не в нерешительности. Я хочу сказать, когда речь стоит о том, что нужно защитить свою семью, отстоять свои права в семье или у себя на работе, наши женщины очень решительные. Наши женщины очень амбициозные. Они поставят всех на место и объяснят доведут свою позицию обязательно до конца. Проблема не в этом. Проблема в том, чтобы просто-напросто понимали, что в политике женщины нужны. Вот когда мы сможем довести до наших женщин, что они в политике нужны, и от их участия зависит, все будет меняться в политической жизни, и принятые решения будут меняться, и направление в политике будет меняться. В каком плане? У нас же есть несколько видов политики. У нас есть конструктивная политика, когда люди умеют друг друга слушать и принимать общие решения. Есть агрессивная политика, когда принимаются решения путем давления, путем навязывания или еще что-то. У нас есть разные направления. А наше общество чего хочет? Мы должны реально понимать, что общество хочет согласия, спокойствия, общество хочет конструктивизма, общество хочет конкретных решений. А кто может принести конкретное решение? Человек, который реально понимает, вот есть задача, наша семья должна жить лучше. Или наш регион должен жить лучше, или наша страна должна лучше. Женщина садится и думает, что бы я сделала у себя дома, чтобы моя семья жила лучше. Вот так она в политике для себя принимает. Есть шаг 1, шаг 2, шаг 3. И она не борется в первую очередь со своими оппонентами или со своими соседями. Она принимает конкретную программу и максимально привлекает умных людей, подготовленных людей к тому, чтобы решения шли на пользу. Наши женщины это умеют делать. Просто опять же, их надо разбудить. Да. Вот это задача не правительства. Я призываю наших женщин проснуться и активно включаться в это дело. Почему? Потому что лично мне нужны помощницы. Вот я бы с удовольствием работала с большой командой женщин в депутатском корпусе, в примарском корпусе, в общественной жизни, с женщинами-экономистами, бизнесменами и так далее, и так далее. Это не в ущерб тому, что я, допустим, не работала бы с мужчинами. Нет, вопрос не в этом. Вопрос в другом видении, вопрос в другом взгляде, в другой позиции. Нам надо все это смешивать. Когда дети хорошие получаются, когда они разных национальностей родителей, когда у них разные мнения. Да, когда все по-разному, вот вкупе оно получается с хорошим результатом. Поэтому, честно говоря, чем будем мы активнее, чем будем мы искренне ответственнее и дисциплинированнее в принятии тех или иных решений, тем больше у нас может получиться. Самое главное, что нам удалось преодолеть стереотипы. То, о чем говорил Владимир Иванович. Он говорил, что никто не верил, что женщина может здесь стать башканом. Наш народ доказал, что у нас нет стереотипов. У нас есть свое видение, у нас есть свое понимание. Мы не смотрим, это женщина или это мужчина. Этот человек нам принес то, что хотим мы получить, мы его поддерживаем. Не принес, мы отворачиваемся, его не поддерживаем. Мы очень прагматичны, это нормально. Антонина Ивановна, от чего или от кого зависит количество женщин во власти?
Ну, если мы говорим о том, что мы хотим видеть какие-то успешные, так скажем, модели, если мы говорим, что нужно найти, от чего это зависит, то в первую... И от кого? Это зависит. Я думаю, что тут мы должны найти такой подход и действительно начать готовить женщин, лидеров, уже с самого детства. То есть, если мы их выявляем, вот мы проводим очень много мероприятий с молодежью, мы находим талантливых, мы находим активных, мы их начинаем продвигать в разных направлениях. Но, наверное, на сегодня мы еще не так много занимаемся тем, чтобы продвигать женщин в политике. Чтобы продвигать кто должен женщин. этим заниматься? Вот обучение это важно, мы уже выяснили, да, продвижение женщин в политике. Вот кто? Или может быть какие-то программы, может быть совместно какие-то государственные программы? Ну, наверное, должны быть программы консолидированные. То есть мы говорим, что здесь должно и государство продвигать такое обучение, и неправительственные организации. Это, да, в сотрудничестве со средствами массовой информации. Но то, что сегодня такие программы нужны по воспитанию вот подрастающего поколения именно, чтобы мы могли вырастить женщин-лидеров, чтобы они не то чтобы ничего не боялись, чтобы они действительно сказали, да, я это могу. И не то, что я просто это могу, и я уверена в этом, а вот как говорит Ирина Федоровна, что от меня очень многое зависит. И если я это не сделаю, и если никто из женщин это не сделает, то наша страна, наш регион, наша Гагаузия от этого потеряет. Спасибо. У нас очень мало времени осталось до конца эфира. Я хочу попросить наших участников Кишиневской студии только очень коротко подвести итог дискуссии нашей передачи. Ну, я думаю, что итог должен быть очень действительно короток, емкий и понятный для всех. Женщина – это будущее, в принципе, для человеческого общества в любом смысле этого слова. От нее зависит, как будет мир и спокойствие, от нее зависит, какое будет будущее, и поэтому в этом смысле я только за то, и находясь и в парламенте, а тем более в этой комиссии, и вообще в политике, сколько бы мне еще не пришлось находиться, я буду поддерживать всегда продвижение умных женщин, которые именно действительно привносят в политику mir и спокойствие, а значит будет mir и спокойствие и в стране. Eu mă bucur foarte mult că doamna Bașcan Irina Vlah este foarte deschisă și în discuția ei a menționat că interacționează foarte mult cu generația tânără și eu sper foarte mult că tinerii și tinerile din Gagauzia se uită la dumneavoastră ca un exemplu, astfel încât în timpul cel mai apropiat, faptul că o femeie conduce autonomia găuză nu este o excepție, ceva foarte fenomenal, dar o simplă regulă a democrației. Ну что ж, очень коротко подведем и мы итог нашей дискуссии. Вот скажите, что выиграл народ Гагаузии от того, что у нас женщина-руководитель? Антонина Ивановна, давайте. Раз, коротко. Народ выиграл очень много, потому что действительно на сегодня мы имеем возможность такие решения принимать благодаря нашему Башкану, которые ведут Гагаузию к очень конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами. И они ведут к процветанию Гагаузии. Как женщина дома ведет свое хозяйство, как она заботится о процветании своей семьи, так сегодня женщина Башкан, слава Богу, и продвигает и интересы всего общества, не только женщин, не только детей, но и наших мужчин. Ирина Федоровна, ваше мнение? Во-первых, я хочу пригласить коллег с Кишиневской студии к нам в гости, для того, чтобы они тоже проводили круглые столы у нас в Гагаузии, приглашали наши гагаузские женщины, говорили о тех законах, которые рассматриваются в парламенте Республики Молдова, и привлекали наше общественное мнение к принятию решений, потому что нам тоже нужны такие площадки. Во-вторых, я хочу сказать, что как воспринимается женщина, руководитель либо мужчина, должны, конечно, оценивать наши избиратели. Это правило номер один, и я по нему всегда определяю, так оно или по-другому должно быть. Что важно для меня, как для руководителя? Для меня очень важно, чтобы у нас поменялась экономическая составляющая в регионе.
Вот мы говорили о домашнем хозяйстве. Это не хвастовство, но это просто цифры. Мы только за этот год смогли увеличить бюджет Гагаузии, собственные доходы на 100 миллионов лей. Такого не было. Мы заработали 70 миллионов лей и направили их на капитальные вложения. То есть мы начали ремонтировать дома культуры, которые не ремонтировались 20 лет. Мы ремонтируем все детские сады, мы ремонтируем школы, мы ремонтируем больницы, хотя мы это на самом деле делать не должны. Мы понимаем, что у нас в хозяйстве все должно быть обновлено. Мы понимаем, что должны быть созданы хорошие условия для жизни. И я не говорю, что это делает только женщина Башкана. Это делают и мужчины, находящиеся в этой команде. Важно что? Важно курс определить правильно. Важно что? Задачи поставить очень правильные. И важно, чтобы тебя понял твой народ. Чтобы тебя понял твой народ, чтобы ты смог дойти до него, убедить и быть рядом с народом. Вот когда лидер, руководитель рядышком со своим народом, когда я чувствую температуру тела жителей нашей автономии, я понимаю, что все должно быть вот так. А как только ты теряешь связь, это самая большая беда политика. Поэтому, уважаемые наши собеседники, приезжайте к нам в Гагаузию, послушайте, посмотрите, дорогие женщины из Гагаузии и из Республики Молдова, максимально включайтесь в участие, в подготовку свою личную, работайте над собой. Мы приглашаем вас в политику, это важно, это не всегда плохо, это не всегда грязно, это очень часто интересно, это площадка, на которой вы можете себя реализовать, площадка, которая позволит вам почувствовать себя человеком, принимающим очень серьезные решения, от которых зависит жизнь не только твоей семьи, но и зависит жизнь всего общества. Говорят, что женщина и политика – две вещи несовместимые, однако мы в который раз убеждаемся в обратном. Представительницы прекрасного пола доказали, что многие проблемы подвластны не только жестким, критическим мужским умам, но и хрупким, нежным женским сердцам. Эти решительные и уверенные женщины-политики достаточно мужественны, чтобы отстаивать свои убеждения, и иногда они способны сделать больше, чем мужчины-политики. Гагаузия тому пример. Вы смотрели программу «Альтернативы». Оставайтесь с нами на канале АТВ. Всего доброго. Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни.